Отлично, круто. Друзья, я вас приветствую в Юсхатыне. Сегодня мы приехали в гости с Дугуйданом к его лошадкам. Ну, заехали забрать вещи. И заодно вот сейчас проезжаем мимо лошадок. Не могли не поздороваться. Так, наши герои, передавайте всем привет. Вот. Уже прохладненько. Оброс, да? Это к зиме же сейчас, да? Это демисезонное. Еще больше же будет шерстью, да? Холодает. Вот скоро домой в Аймикон. Сегодня у нас 2 октября. Наконец-то я решился что-то поснимать. Потому что, признаюсь честно, скажу как есть, немножко я обленился после экспедиции. Просто жестко расслабился. Захотел пожить обычной жизнью. Просто встречаться с друзьями, там, побездельничать. И вот надо собраться уже силами и продолжать свою работу. А так, Дугуйдан едет в Аймикон во вторник и пригласил меня с собой в гости в его родные края, Учугей. Туда надеюсь, же, да? поедем на... Да, надеюсь, у меня все получится, потому что сейчас у меня стоит большая работа с фильмом впереди. Надо много сделать и... В общем, надо постараться присоединиться. Дугуйдан делает кино по поводу своей экспедиции, то есть вообще про экспедицию. И вот часть этого кино будет возвращение его на родные края, в родную землю. Соскучился по своим лошадкам. Да, хотел поделиться, что я все-таки смог отмыть холодильник. Спасибо всем, кто давал советы в позапрошлом видео. Ужас, просто ужас. Это просто ад какой-то. Пробовал и уксус, и соду, лимонную кислоту, там всякие средства. На самом деле, вывозил даже на участок, на улицу он постоял. Ну, там недолго постоял, его потом занесли. Недельку он там где-то или 2 максимум. Ну, сверху было более-менее. Вот. Самое такое жуткое было снизу. И вот чем только не пробовал. Но вот мне потом посоветовал Валера, мой друг, вот такую пасту, говорит, купи. Она прям очень хорошо отмывает именно вот запахи. И слушайте, действительно, я прям удивился, вот хочу поделиться. Ну, я так раза 3 по морозилке прошелся. И потом так нюхаю, и нету практически запаха никакого. Ну, вот сейчас я ничего уже не чувствую. Так что вот очень здорово. Запасаюсь едой на зиму. Угощает меня кто рыбкой, кто мясом. Чтобы вот сильно не думать, где добывать мне пищу. Времена у меня такие непростые, конечно, сейчас в Якутске, но мне сейчас надо все силы свои потратить, погрузиться в создание фильма. По результату нашей экспедиции я очень хочу вам очень интересно это все рассказать, как смогу. Поэтому сейчас нужно все свое внимание, все свои силы направить именно туда. Месяца, я не знаю, 4-5, наверное, мне это займет. Ну, к середине зимы ориентируюсь, где-то к январю закончить. Вот надо очень постараться. Увы, поехать у меня не получилось. Слишком много дел в Якутске по результатам экспедиции, разные встречи, мероприятия. Так что сегодня у нас хорошая погода. -1, ночью до -5. Озеро Талое. Уже вода начинает замерзать. 4 октября. Я, конечно, немножко не договорил, что я обленился. Поначалу да, потому что, считай, у меня одна экспедиция, 2 месяца практически с Питера до Якутска я ехал, потом сразу в Арктику. Ну и немножко, да, видимо, психике потребовалось просто ничего не делание. Это тоже иногда полезно. Ну и потом, как бы, вот события, которые сейчас недавно все происходили, все такой стресс у людей, и у меня тоже так, ну, тяжело. Душа болит за все происходящее. За всех людей, которые страдают сейчас в этой ситуации. За ребят, которые сейчас пошли, они все герои. И благодаря всем, кто ушел сегодня, вынужденно, либо по своей воле, те, кто остались пока еще здесь, в городах, да, на гражданской жизнью живущие, они должны быть благодарны именно им. Поэтому не хочу никаких оценок давать вообще всему, не хочу в это вот сейчас задаваться, просто хочу, чтобы все по возможности поддержали всех наших героев. И, конечно же, хочется, чтобы побыстрее все это закончилось. Тяжело, ну, психологически, из-за этого мне тоже ничего не хотелось и делать, и я не знал, как начать. Опять же, вот такая ситуация, что просто там
ля-ля 3 рубля ходить там на веселе как-то тоже не с какой-то стороны неправильно. Но сейчас очень много все-таки негатива и в головах у людей внутри, и вокруг в информационном плане. Нужно все-таки какой-то перевес позитивный, поэтому я продолжу делать то, что я делал, без всяких акцентов там куда-либо на это. Просто вот, проект «Планета дружбы народов». Я все-таки наснимал, буду выпускать сейчас потихонечку нашу экспедицию, немножко рассказать, ну и, собственно, заняться фильмом, потому что все-таки это тоже такая геополитическая борьба у нас была в нашей экспедиции, потому что мы фиксировали границы Российской Федерации на острове Бенетта, так как мы там построили балаган, установили СРГ, крест, обозначили хозяйственную деятельность, тем самым, ну, потому что некоторые американские сенаторы, и, в принципе, остров открыл американец в свое время, считают те острова в Арктике, которые не имеют никакой хозяйственной деятельности, никаких построек, они считаются ничейными. Поэтому мы вот своей экспедицией зафиксировали границы Российской Федерации, то есть это тоже вот некоторый элемент такой борьбы. Лед не пробить. И у нас здесь в Якутске открылся штаб волонтеров. Я с ней познакомился, когда были лесные пожары. Ребята занимались помощью организации добровольцев на пожары, обеспечением. А сейчас собирают помощь материальную ребятам, кто сейчас ушел на мобилизацию. То, что не самое необходимое. Там, вот, хочу попробовать сейчас дойти до их штаба и узнать, нужна ли какая-то помощь там, какую смогу оказать хотя бы по чуть-чуть. Там, может, что-то от машины куда-то отвезти, привезти. Ну и заодно посмотрим, что там и как, и немножко расскажу вам об этом. Вот если я правильно помню, здесь у нас центр работы с волонтерами. Он, по-моему, в Двагис так и находится по адресу Орджоникидзе 10. Айыл Джилурха, председатель общественного движения в поддержку мобилизованных из Республики Саха-Якутия. Называется «Якутия с тобой». Мобилизация уже началась, она происходит. Многие ребята уходят добровольцами, кто-то просто мобилизован. К сожалению, есть потребность на местах, там, в спальных мешках, в лежаках, в балаклавах, в носках, трусах. Ну, очень много. Наколенники нужны, подлокотники. Где-то продукты питания собираем. В основном теплую одежду. Если получается, то какое-то снаряжение, рюкзаки, фонарики налобные, квадрокоптеры, рации. Ну, все, чем нам сможет помочь населению для того, чтобы облегчить участь ребят, которые рискуют своей жизнью, чтобы создать какой-то комфорт, чтобы они почувствовали, что республика с ними, что мы всем сердцем желаем им здоровыми и живыми вернуться на родину. Вот это наша самая главная миссия. И, конечно же, мы тут на месте еще и пошив организовали, да? У нас Ирина Егоровна Савина организовала уже с предпринимателями, швейными организациями пошив одежды, опять-таки снаряжения. Вот. Работа вот в нескольких направлениях идет, в том числе и сами готовим. Как мы говорим, тепло ваших рук обязательно почувствуют наши мобилизованные. Вот. Любой человек может прийти от Орджоникидзе 10, да? Да, мы ждем ежедневно с 10 утра до 6 вечера, но бывает, что мы до 9, до 10, до 12 ночи здесь сидим, ну, как правило. Это я помню. Вот, ага. И пусть подходят на Орджоникидзе, дом 10, вход с левого торца. Вот, поднимайтесь на второй этаж, вот здесь, в этом зале, мы осуществляем прием материальной помощи. Ждем. Нам нужны, конечно, и швеи, которые хорошо шьют. Вот у нас нехватка профессиональных швей. Нам нужны и мужчины-волонтеры, которые помогали бы в загрузке, погрузке уже к отправке на самолетах. Мы отправляем военные части на РСП, отвозим. Вот. Ну и хорошо было бы для наших волонтеры, чтобы к нам приходили. И организовать бы для них еще бы питание такое, было бы тоже здорово, да? Вот.
пока вот такие претензии. Ну, конечно, канцелярки где-то не хватает, чего-то не хватает, мелочей. Но если будут помогать нам, если кто-то желает помочь, мы с радостью примем эту помощь. Можно и финансово, если не знают, что Но люди, или это сложнее? мы не занимаемся сбором финансов, у нас есть специальный фонд СВ Донбасс, этим занимается Общественная палата. И мы тоже работаем под руководством координационного центра. У нас его возглавляет Николай Дмитриевич Бугаев. Вот в рамках этого координационного центра мы и работаем. Но у нас специфика – это сбор материальной поддержки и осуществление там пошива и какие-то отправка, логистика, транспортировка тоже вот совместно с Общественной палатой. Вот, очень тесно работаем. Спасибо вам за эту важную очень работу сегодня. Хорошо. Так что, друзья, кто чем сможет помочь, приходите. Орджоникидзе 10, любая помощь будет очень кстати. Да, осень наступает стремительно, вернее, уже зима. Морозец уже такой. Скоро тут все будет белое. Туман будет стоять. Очень-очень скоро. Представляете, уже падают сосульки. Вон одна висит, только что вот плюхнулась ее соседка. Вы, наверное, обратили внимание на мой новый стиль. Никогда такой бороды у меня не вырастала. В экспедиции она начала расти жестко, и я решил не сбривать. Ну, сейчас она просто неряшливая, я ее отращиваю насколько можно, и потом, может быть, в барбершопе где-нибудь что-то сделать. Ну, просто захотелось что-то изменить в своем внешнем виде. А так, эту тему подняли, я больше, наверное, не буду. Буду продолжать в своем же стиле, дальше работать. Не буду давать никаких оценок, но просто хочу сказать, я хочу, чтобы побыстрее наступил мир, и очень плохо, что гибнут люди и там везде, где бы там ни было, вообще это всегда плохо. И сейчас сложилась такая ситуация, что людей начали мобилизовать. Не знаю, насколько можно было ее избежать, нельзя было избежать, плохо это или хорошо, не буду ничего давать, никаких оценок, но это уже свершившийся факт. Уже люди пошли, уже знакомые, друзья мои отправляются. И, конечно, раз уж уже это случилось, то народ должен оказать какую возможно поддержку. Не для того, чтобы там идите там воюйте, а просто чтобы хоть как-то люди могли выжить и вернуться домой здоровыми и целыми, невредимыми. И той же позиции поддерживаются ребята, волонтеры. Мы сейчас просто за кадром пообщались с Аилом. Он говорит, что раз уже случилось то, что мы не можем никак изменить и никак не можем на это повлиять, то хотя бы поддержим ребят, которые попали туда. Так что, друзья, за мир. Очень хочется, чтобы быстрее все закончилось. У меня сон даже, я просыпаюсь, и у меня мысли только там, что происходит, как происходит, что действительно все тяжелее все становится, но надеемся на скорейший мир, чтобы везде он настал, и все люди везде, со всех сторон перестали страдать. Это самое главное. На этом я это видео закончу, и следующее выпущу сразу же кусочек небольшой про нашу экспедицию, которую я сделал для презентации для СМИ.